якобы напал на Россию, а в Дагестан он пошел не просто так, а после ликвидации двух сел, Чабан-Махи и Карабан-Махи. Конечно, они были ваххабиты, и я не люблю ваххабитов, и они объявили, что отсоединяются от России. Ну как может село, которое находится внутри Дагестана, от чего-то отсоединиться? Но это не основание для того, чтобы сметать его с лица земли и забрасывать стариков и детей гранатами. И после этого Шамиль Басаев туда пошел, наплевав на Масхадова, который сказал, что он идет в ловушку, потому что его позвали на помощь. Все было рассчитано так, что он не мог не пойти. А дальше объявление: ах, Шамиль Басаев напал на Россию. И поэтому Чечня напала на Россию, и началась Вторая Чеченская война. Ну, Шамиль Басаев, согласитесь, не ангел с крылышками. Шамиль Басаев кончил очень плохо. Он кончил бесславным, но он был нормальным человеком, мы его сделали террористом. Уничтожая Чечню столько лет подряд, мы сделали демократа Шамиля Басаева. Демократа? Да, вначале он был демократом. Он, между прочим, у Белого дома стоял в 91 году, защищал российскую демократию. Я первый раз от вас слышу. Это все демократы знают, что он стоял у Белого дома. И что чеченцы отказались прийти на помощь Хасбулатову в 93 году и защищали Ельцина. И Шамиль Басаев в своей президентской программе, когда он конкурировал с Масхадовым, выступал как абсолютный западник, предлагал сделать армию по американскому образцу, а как же он так избрать американскую модель развития, компьютеризировать Чечню, скатился от великого отчаяния, видя, что Запад не защищает Чечню, скатился, как многие другие скатились на религиозные позиции. И вот мы сделали Чечню вторым Ираном и посадили туда сатрапа Рамзана Кадырова. Кого не смогли уничтожить, тех сделали религиозными фанатиками. Многие поколения чеченцев будут нас благодарить, а наши внуки опять с ними столкнутся, потому что это был действительно геноцид, одних детей только 40 тысяч убито и ранено, и никто этого нам не простит. Мы ищем врагов. Путину было мало врагов, и он сделал нашим врагом даже кроткую и ласковую Грузию, потому что этого и грузины никогда не забудут и не простят. И правильно сделают. Такое нельзя прощать. Я надеюсь, что мир не простит. Ну, знаете, тут разные есть. О мире мы поговорим вот сразу после